Сладкие подарки и корзины с продуктами для тех, кто занимает особое место в национальной культуре. Поздравить ветеранов с наступающим годом решила руководитель Минкульта Залина Альянова. Первый адрес – Дом народного художника Ингушетии Зелимхана Исмурзиева. Встретив гостей, Зелимхан Исмурзиев сразу направился в мастерскую, чтобы показать свои работы. Напомню, что большая часть его картин имеют огромную популярность, занимают свои места в музеях. Остальная часть написана совсем недавно. Их особенность в том, что еще в 2013 году мужчина пережил инсульт, после которого его правая рука оказалась парализованной. Но художник не смог смириться с этим и научился писать картины левой рукой. Часть коллекции создана именно так, вопреки болезни. Все равно благодарность и потомков будет, потому что действительно гениальный художник, народный художник Ингушетии. Следующий адрес – дом народного артиста, композитора Джамалдина Барахоева. Гостей мужчина ждет с самого утра. Говорит, что очень рад такому вниманию, поскольку это в очередной раз подтверждает то, что его творчество помнят и ценят. Песни Джамалдина Барахоева имели и имеют популярность по сей день. «Милый Кавказ», «Андерки Эллы», «Лор Салида» и многие другие композиции, в которые автор, несмотря на состояние здоровья, вложил огромную любовь. Гости поблагодарили народного вокалиста за труд, который он проявлял на протяжении всей жизни. Также пожелали крепкого здоровья. Джамалдин Барахоев, в свою очередь, поблагодарил за столь приятный визит и поздравил с наступающим годом. Самое малое, что мы можем сделать, это помнить и уважать труд тех, кто стоял у истоков создания культуры нашей республики, отметила Залина Альянова. Решили просто выразить свое признание, оказать им небольшой знак внимания, чтобы они не чувствовали себя забытыми. В преддверии Нового года внимание оказывается всем ветеранам нашей республики, ведь беречь воспоминания о них – самое меньшее, что под силу благодарным потомкам. Малика Измайлова, Мурат Гаравожев, Новости 24.